Мир вам, братья и сестры! Сегодня решил ответить на вопросы, которые часто задают в комментариях, в переписке на WhatsApp. Сначала хотел наиболее частый вопрос, почему такая цена на ножи. Попытаюсь объяснить. Это два будущих ножа, клинка. Из таких я прошлое видео показывал. Два кусочка. А это один клинок получился из него. И это второй клинок. Времени я потратил на это примерно 3 дня. Не полных 3 дня. По технологии. В узком температурном режиме ковал. Без электромолотов. Простым таким молотком. И растянул маленько. И даю ему в горне нагрев до закалочной температуры примерно. И оставляю в горне остывать, чтобы... Это отжиг называется, чтобы снять внутреннее напряжение. Этот клинок повело. И пытался его равнять в тесах. И, бывает, что равняет, бывает. А этот сломался. К сожалению, такое бывает. Тут была трещина, это я уже обнаружил. И плюс немножко перегрел при закалке, походу. Бывает такое, в общем. Слава богу, что еще бывает такое, что предварительные нагрузки выдерживает нож. Но в дальнейшем, например, когда я своими 85 килограмм его проверял, он сломался. Это гораздо обиднее, потому что тут уже нож, сам клинок, во-первых, отслесаренный, отполированный, рукоятка смонтирована, выточена льняным маслом, 7 часов на водяной бане стабилизирована. Хвостовик до сюда примерно. Этот нож, он, если по назначению его применять, а не проверять своим весом, он, возможно, служил бы и был бы хозяин довольным. И так многие, кстати, и делают, и заморачиваются, и продают. Но люди готовы платить за прочность. Ничего в этом плохого не вижу. Этот нож, допустим, он сломался у меня, а мог бы у хозяина. Были такие случаи, что на охоте, например, на камни уронили или наступили неудачно. И нож сломался возле рукояти также. Это я от людей слышал. Такое в этом моем случае такого не будет, потому что эти ножи все у меня сломаются. Но, люди, это все, это труд, потраченный впустую, потому что я их уже не продам, эти ножи. Такой еще стереотип хотел разрушить, что говорят люди, что думают, или многие говорят, что цена на нож зависит от цены металла. Я вам скажу, больше цена на нож зависит от циклов ковки. Я, например, дорогой этот металл, его продают пластинами гораздо больше, то есть с ним работы уже меньше намного. Но там твердость, еще насчет твердости хотел сказать. Многие думают, что нож режет твердостью. Нож режет не твердостью, а прочностью режущей кромки. По поводу цены на металл. Если взять, например, на такой клинок, самый дорогой металл, я думаю, вы в пару тысяч вложитесь. Цена на нож бывает 60, 70, 200 тысяч, доходит. Но у меня не такие, у меня дешевле намного. Многие думают, что мои ножи дорогие. Но на самом деле они намного дешевле. И твердость, по поводу твердости. Я делаю твердость небольшую. Такой пример хотел привести.
Твердость стекла 62 единицы по Роквеллу. Ну, допустим, если взять клинок 57 единиц по Роквеллу, но из углеродки, я бы выиграл себе нож из углеродки, но никак не стеклянный клинок. Я думаю, вы со мной тут согласитесь. Поэтому твердость в ноже дело не самое главное. Вот нож твердостью 70 единиц по Роквеллу попробуйте своим весом испытать, как вот я испытываю. Здесь вот, кстати, еще про свои расскажу ножи немножко. Применяю зонную закалку. Линия хамон видна даже, да? То есть возле режущей кромки металл тверже, возле обуха мягче. Это дает сочетание твердости и прочности. Угол заточки делаю. Вот примерно видно, да, какой? Я его не мерю, ничего, но делаю как делаю. По отзывам хватает 2 лося разобрать, не вспотев при этом. За что вот охотники ножей ценят. Правится после этого там очень быстро. По плоскости, со стороны дула правится. Никаких углов удерживать не надо. Со стороны линзы только немножко заусенчики снять. Сделать, например, нож твердостью под 70 единиц по Роквеллу и заточить его вот как зубило вот это, например. И можно им рубить металл. Но вы попробуйте таким ножом с таким углом заточки, короче, разобрать лося. Пота с вас сойдет ведрами. Ну, то есть, заодно и как бы и баня будет. Вот так вот. Если с таким углом заточки разбирать лося, например. Это, ну, пример такие, говорю, такие небольшие. Далее. Вопрос такой задают. Зачем ножи своим весом испытываю? Зачем я на них подтягиваюсь? Типа это излишне, нож должен резать. Но я делаю два варианта, как бы. Один вариант, который в 2 раза почти дешевле, я не испытываю их. Там из другого металла, меньше циклов ковки, меньше работы с ним, поэтому он дешевле, в 2 раза почти. Вот, это об этом тоже видео есть. Во-вторых, значит, этим испытанием, ну, люди просят, люди хотят быть уверены, что нож у них не сломается, как вот бывают такие случаи, что, допустим, уронили нож или наступили неаккуратно. Бывают такие варианты. Это во-первых. Во-вторых, короче, решающее значение вот в качестве реза имеет прочность режущей кромки, но никак не твердость. Ну, насчет твердости я уже объяснил. Многие люди вот берут ножи, вот как я говорил, такого примерно там твердость под 70, угол заточки тупой. Естественно, он будет резать и резать и резать, то есть все время на одном уровне, то есть точить его буквально не надо. Но и он будет резать, реза такого не будет, как у этого ножа, например, которого вот такая вот примерно геометрия клинка. Ну, я их называю зубилоподобные ножики. Вот. И что еще хотел сказать? Ну, вроде бы. И все на этом. Значит, всего доброго. До свидания. Надеюсь, объяснил вам все, как есть.